Почему в детстве многие из нас любят играть в школу? А, Б, В, Г, 1, 2, 3, 4, 5. Вот запоминайте еще. Отвечает на этот вопрос каждый по-своему. Люблю ставить отметки и рассуждать о плюсах и минусах в работе. Я буду находить спрятаться. Третий любит общаться. Именно профессия учитель помогает развить коммуникацию. История развития педагогической профессии в России начинает свой отчет в 1848 году. В разные исторические периоды этот процесс развивался по-разному, но задача подготовки учителей всегда была и есть одинаково актуальна. Актуальна она и сейчас. С начала 90-х годов 20 века в России наблюдается небывалый рост количества педагогических классов, создаваемых при школах. Попасть в такой педагогический профильный класс было большой радостью. Таких педагогических классов в нашей стране насчитывалось более 500. Чем можно объяснить такой бурный рост количества педагогических классов? Увеличение количества педагогических классов можно объяснить тем, что в то время еще не было такого большого деления лицеев и гимназий. Именно педагогические классы способствовали стремлению педагогов и учеников найти некоторую гуманитарную нишу профессиональной подготовки. Учителям было комфортно преподавать, а ученикам в таком педагогическом классе было комфортно учиться. Я Яковлева Валерия, выпускница школы номер 113 2020 года. Училась в педагогическом классе. После окончания школы поступила в Башкирский государственный педагогический университет. В педагогическом классе изучают и дополнительные предметы: общая психология, методика воспитательной работы, ораторское мастерство и педагогика. Для учеников педагогического класса организовываются и дискуссии, и тренинги, и образовательные мероприятия в личном формате. Также включены и дистанционные формы взаимодействия. Весной педагогический класс выезжает в инструктивный методический лагерь в Черемушке, где вместе с нами, со студентами, обучаются тонкостям работы вожатого, изучает особенности познавательных и развлекательных игр и методику работы в детском загородном лагере. Таким образом, в процессе обучения сочетаются традиционные и новые средства. Занятия ведут профессора, доценты, старшие преподаватели, магистранты и студенты, то есть преподаватели разных возрастных групп. Каждый ученик профессионально-педагогического класса становится участником Акмолинской олимпиады. У него появляется уникальная возможность показать себя в роли знатока педагогической профессии и продемонстрировать многогранность своих навыков. Особенность педагогического класса заключалась в том, что каждую субботу вместе с классным руководителем мы ездили в БГПУ. Там нам преподавали различные предметы, погружали в основу педагогики. Также проходили различные тренинги. В течение 2 лет обучения мы написали и защитили 2 научно-творческих проекта, один из которых дал дополнительно 5 баллов при поступлении. Здесь в рамках Олимпиады и выполнения творческого проекта и педагогическая мастерская «Активная переменка» для победителей Олимпиады предусмотрено 5 дополнительных баллов при поступлении в наш университет. Но это отнюдь не лазейка для беззаботного входа в студенческое сообщество. Просто усиливается шанс для старшеклассников с высокой педагогической мотивацией стать студентом нашего университета. Особенно это важно сегодня, когда в школах ощущается дефицит учителей. Педагогический профильный класс – это 100% удачный проект, который я хотела бы порекомендовать реализовывать и в других школах нашего города. Занятия в стенах университета были не только интересными, но и очень полезными. Для наших учеников педагогического профильного класса общение с преподавательским составом и студентами послужило очень хорошим стимулом для определения будущей профессии. Отдельные слова благодарности хотелось бы передать Надежде Степановне Сытиной и всей кафедре педагогики и психологии. Ну а мне остается ждать теперь уже выпускников педагогического университета в своей родной школе. Огромное спасибо БГПУ имени Акмолы. Я не пожалела, что училась в педагогическом классе и поступила в БГПУ. Есть такая возможность учиться в профильном педагогическом классе на базе университета имени Мифтахетдина Акмуллы. И это здорово!